Долгого перерыва, да, мы в прошлый раз встречались в июне, если я не ошибаюсь. Был намечен раунд, но, к сожалению, он не состоялся. Сейчас мы из прессы увидели, услышали о том, что объявлено, что следующий 56-й раунд может состояться 5 октября. Это вселяет в нас определенную надежду. Мы хотели бы сегодня обсудить возможности дальнейшей работы в рамках МЖД, спросить у вас, какие перспективы есть, ну и в целом обсудить ситуацию в нашем регионе. Мы внимательно следим за ситуацией, которая развивается и в близлежащих регионах, и в нашем регионе. Мы обращаем серьезное внимание на те внутриполитические процессы, которые сейчас происходят в Грузии, на заявления высокопоставленных руководителей Грузии, которые касаются нашей республики, в частности, связаны с вопросами безопасности, невозобновления конфликта. Вы, я уверен, с этими заявлениями хорошо знакомы. В частности, недавно глава грузинской партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе заявил о том, что в Грузии рассматривается возможность проведения некого референдума относительно возможности открытия второго фронта. Ну, что подразумевается под вторым фронтом, мы все прекрасно понимаем, и у нас это вызывает самую серьезную озабоченность. Мы надеемся, что вы, как сопредседатели, будете и должны реагировать на подобного рода угрозы для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в нашем регионе. Касается продолжающегося процесса наращивания военного потенциала в Грузии. Буквально недавно, несколько дней назад, завершились очередные масштабные военные учения под эгидой НАТО, которые проходили в Грузии под названием «Достойный партнер». В этих учениях приняли участие представители более 20 стран, более 2500 военнослужащих было задействовано в ходе учений, различные виды современной военной техники. Естественно, все эти маневры вызывают у нас очень серьезную обеспокоенность. И возникает необходимость подписания, согласования и дальнейшего подписания документа о неприменении военной силы между Грузией и Абхазией. Это та ключевая цель и та ключевая задача, которая в целом стоит перед женевскими дискуссиями. Но, к сожалению, мы долгие годы из-за известной позиции грузинской стороны не можем прийти к общему знаменателю в этом вопросе. Мы бы хотели надеяться, что нам при вашей поддержке все-таки удастся разрешить этот ключевой вопрос, эту ключевую задачу.